Здравствуйте! В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. Таяние вечной мерзлоты грозит разрушением инфраструктуры и усилением парникового эффекта. Россия налаживает мониторинг мерзлоты, большая часть которой приходится на Якутию. Остановить таяние вечной мерзлоты практически невозможно, поэтому необходимо снижать риски, считают специалисты. Как вести мониторинг и какие превентивные меры нужны? Об этом сегодня мы поговорим с гостем нашей студии, руководителем компании «Русгеотех» Игорем Прокопюком. Игорь Владиславович, здравствуйте. Здравствуйте. Возглавляемая вами компания уже не первый год занимается мониторингом вечной мерзлоты. В частности, вы тесно работаете с добывающими компаниями. Как вы можете охарактеризовать нынешнюю ситуацию с таянием вечной мерзлоты в Якутии и насколько ситуация требует срочных мер? Основные наши объекты находятся на Ямале и севере Красноярского края. Как вы правильно заметили, основные наши заказчики – это компании нефтегазового сектора. В Якутии компания «Русгеотех» присутствует только на объектах городской инфраструктуры. В частности, это объекты социально-культурного назначения, в том числе в 203-м микрорайоне. Поэтому сделать выводы о состоянии мерзлоты на территории всей республики я вряд ли смогу. Но, по крайней мере, то, что мы видим в городе, у нас сейчас каких-то таких серьезных опасений не вызывает. Температуры находятся в пределах нормы. Естественно, рекомендации есть, мы их выдаем, но они пока все, так скажем, в штатном режиме. Работа происходит в штатном режиме. Каких-то внештатных критических ситуаций на тех объектах, которые мы наблюдаем в городе, я не вижу, а говорить там за все объекты я не смогу. Собираетесь ли расширять вашу деятельность? Нам бы хотелось, конечно, расширить географию присутствия в Якутии, учитывая, что это все-таки родной для меня регион, это моя родина, я сам из Вилюйского района, поэтому хотелось бы, конечно, участвовать в мониторинге при строительстве моста через Лену. Я думаю, это такой значимый, наверное, один из самых значимых объектов строительства в республике в настоящий момент. Посмотрим, как получится. А что подразумевает под собой создание автоматизированной системы мониторинга вечной мерзлоты, которую предлагает ваша компания? Мы предложили рассмотреть возможность создания интегрированной системы. Создавать систему с нуля – это, наверное, было бы и долго, и дорого. Поскольку на территории республики реализуется ряд крупных инвестиционных проектов такими компаниями, и как «Газпром», и как «Транснефть», и как «Сургутнефтегаз», безусловно, все эти компании осуществляют мониторинг своих объектов, и мы хотели бы предложить как раз создание интегрированной системы, когда пользователи объектов могли бы делиться информацией о состоянии мерзлоты под их объектами, например, или с Институтом мерзлотоведения, который является единственным институтом в мире, который занимается этой проблемой, либо с Академией наук Республики Саха, с тем, чтобы можно было обобщить ситуацию и сделать выводы о том, что происходит с мерзлотой как под объектами жизнедеятельности, так скажем, человека, и с мерзлотой, наблюдаемой в естественных ее условиях. Тогда, наверное, можно было бы получить комплексную оценку, что же все-таки у нас происходит с мерзлотой. А насколько внедрение этой системы затратно с точки зрения финансов и как широко можно ее применять? Безусловно, создание любой автоматизированной системы будет дороже, нежели использование традиционных сетей наблюдения, мониторинг на которых осуществляется в ручном режиме. Но проводя технико-экономическое сравнение, мы посчитали, что система начинает окупать, особенно в период строительства, когда наблюдение необходимо вести ежемесячно, она окупает себя уже на 3-й год. Например, вчера на депутатских слушаниях, которые прошли в Якутской городской думе, одно из предложений было оснащать все новые строящиеся дома уже автоматизированной системой. И если представить, что стоимость строительства дома примерно 200-250 миллионов, оснастить автоматизированной системой мониторинга такой жилой дом будет стоить от 500 тысяч до миллиона. То есть в рамках 250 миллионов этот дополнительный миллион, который будет удорожать строительство, мне кажется, это несущественная сумма. Поэтому
эта система вполне доступна, и она дороже традиционной ручной, так скажем, процентов на 30. А вот насколько ваша система мониторинга доступна для строительной отрасли? Ведь для того, чтобы строить высотные дома, прокладывать дороги, важно, чтобы они были вечными и долговечными и надежными. Но у нас нет разделения там, да, по назначениям системы, промышленные это объекты или это объекты жилого строительства. Она доступна как дорожникам, так и строителям жилых домов. То есть ее можно использовать на любых объектах. И вот как раз сейчас ведутся переговоры с тем, чтобы внедрить отдельные элементы нашей системы автоматизированные для мониторинга федеральных трасс на территории Якутии. Но это будет такой пилотный проект, наверное, наш с Институтом мерзлотоведения. Мы сейчас рассматриваем, какие технические решения мы могли бы предложить как раз дорожникам для мониторинга федеральных автотрасс, расположенных на территории республики. Пару лет назад был реализован пилотный проект по мониторингу в жилом секторе 203-го микрорайона. Каким выводом вы пришли и насколько безопасны там строения? Ну, пилотный проект, да, правда, он реализуется. Мы в течение 2 лет проводим там испытания, но это всего лишь одна наблюдательная скважина, и судить по одной наблюдательной скважине о ситуации в целом микрорайоне невозможно. Безусловно, мы передаем данные, которые мы получаем в управление Госжилнадзора, в отдел мерзлотного надзора. Они уже являются собственником этой информации, и, наверное, они анализируют как-то эту информацию, потому что, предоставляя оборудование, мы все-таки доступа к данным не имеем. То есть мы испытываем работоспособность там своего оборудования, и то, что нам предоставили возможность оборудовать эту наблюдательную скважину своими системами, позволило нам в течение 2 лет произвести неоднократный апгрейд, так скажем, и программного обеспечения, и оборудования. Но анализировать именно ситуацию и анализировать данные по существу, это все-таки конкретно по этой скважине, по этому микрорайону, это прерогатива отдела межживотного надзора. Мы доступа к этой информации как таковой не имеем. А какой срок службы у вашего оборудования? Ну, межповерочный интервал у наших измерительных приборов, он 4 года, но срок службы системы в среднем 10 лет. Понятно, что это расчетный срок службы. Пока наша компания с 2018 года производит подобное оборудование, мы не имеем достаточного опыта для того, чтобы оценить реальный срок службы, но то, что в 203-м было установлено в конце 2019 года, оно работает, и еще ни разу не было каких-то нештатных ситуаций. Мы рассчитываем, что минимум 4 года системы должны отработать. Но оптимальный срок службы для подобных систем – это 10 лет. Поэтому мы рассчитываем на то и стараемся производить оборудование таким образом, чтобы оно отработало 10 лет даже в таких условиях, как Якутия. То есть потом нужно будет его обновлять? Потом его нужно будет менять. Но, опять же, это будет зависеть от условий эксплуатации. Если это будут, по крайней мере, сухие места и оборудование не будет заливать водой, то я думаю, что оборудование может прослужить и дольше. Нужно будет менять только элементы питания, которые, кстати, тоже до 5 лет вполне будут работать. А насколько заинтересованы потребители? Но, учитывая то, как прошли депутатские слушания, я понимаю, что вопрос о создании системы мониторинга вечной мерзлоты в Якутии уже не стоит. В рамках Северного форума, который прошел осенью этого года, глава республики неоднократно подчеркнул о том, что в Якутии к 2023 году такая система будет, и что мерзлота будет взята под контроль. Тем более сейчас Россия председательствует в Арктическом совете, а в 2023 году в Якутске пройдет международный саммит. Собственно, это и подтолкнуло нас проявить эту инициативу и предложить сотрудничество и одному из старейших в Якутии проектных научно-исследовательских институтов, такому как Якут-ПНИИС, и Институту мерзлотоведения, объединить усилия профессионалов, так скажем, в отрасли, чтобы в Якутске можно было уже в первом городе в арктической зоне создать подобную систему. Вот. В Якутии в свое время был принят закон об охране вечной мерзлоты. Как этот закон работает и какие еще законодательные инициативы необходимы, на ваш взгляд, по эффективному мониторингу вечной мерзлоты? Ну,
это правда. Якутия сейчас является единственным регионом вообще в Российской Федерации, в который принят подобный закон. И вчера на депутатских слушаниях также было предложено внести изменения, да, в нормативные документы, регламентирующие строительство на территории республики, о том, чтобы оснащать все новые строящиеся объекты, во-первых, автоматизированными системами мониторинга, во-вторых, систематизировать данные мониторинга, получаемые с разных объектов, в одном месте. То есть, пока еще не определено, кто будет в республике этим заниматься, но, по крайней мере, уже депутаты высказались о том, что данные необходимо систематизировать, и чтобы в Якутии появился орган, который будет аккумулировать данную информацию и предоставлять эту информацию уже пользователям и научным организациям для того, чтобы они могли выдать какие-то рекомендации строителям или компаниям, которые эксплуатируют уже промышленные или жилые объекты. Вот. Я думаю, что если эти подзаконные акты будут приняты, и этот порядок будет регламентирован, это будет вполне достаточно для того, чтобы закон заработал уже в полную силу. И в завершении разговора, какие ближайшие планы у вашей компании? Нам бы, безусловно, хотелось участвовать в создании системы в Якутии. Я думаю, что мы сможем помочь как методически, так и предоставив, например, отдельные образцы для каких-то испытательных полигонов. И условия поставки и участия в создании системы, понятно, будут определяться в рамках тендеров, да, поскольку рынок есть, и заключать договоры с единственным поставщиком, пусть даже таким, как Русгеотех, который, наверное, в настоящий момент является единственной компанией в России, которая предлагает организацию систем мониторинга с использованием беспроводных технологий. Но время, я думаю, покажет. Наше желание работать в республике оценили, и мы готовы. Игорь Владиславович, спасибо за беседу. Желаю удачи в вашей работе. А я напомню, гостем сегодняшней программы был Игорь Прокопюк, руководитель компании «Русгеотех». Оставайтесь на нашем телеканале. Спасибо большое.